Сегодня вы, наверное, видите, когда наши люди выезжают в Россию, нас не любят. Слово «даг», «чех» – это является чем-то нарицательным. Почему нас не любят? Я эту тему часто повторяю. Почему нас не любят за пределами Дагестана? И в Дагестане мы друг друга не любим. Потому что мы, наверное, самые невоспитанные люди в России. Самые грубые, самые злобные. Приезжают там, столько в новостях, ограбили, избили, обманули, украли, убили, подрались. Это все про наших. Почему так происходит? Потому что мы не воспитываем своих детей. Мы не можем элементарно научить детей, как себя вести на людях. Поэтому нас не любят. Один брат рассказывал, сейчас, говорит, в Москве некоторые наши дагестанцы, чеченцы, когда их спрашивают, называют себя кабардинцы. Те кабардинцы, они более культурные, чем мы. Умеют вести. К ним нет такой неприязни. Почему к татарам нет неприязни? Они культурнее нас. А пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в достоверном хадисе говорит: самыми любимыми мне и самыми близкими ко мне в судный день будут люди хорошего нрава. В судный день кто из нас не хочет быть близко к пророку, алейхиссалату вассалям? Он не сказал, кто больше молился, кто больше постился. Он говорит, люди хорошего нрава. И будут самыми ненавистными и самыми отдаленными от меня люди плохого нрава. Это все почему? Потому что мы не воспитываем своих людей. Наши предки отличались высокой нравственностью, культурой поведения, уважением старших, жалость к младшим. Почему у нас сегодня этого нет? Кругом драки, все наглые, грубые. Потому что наши предки воспитывали. С самого детства учили уважению к старшим, уважению родителей, гостеприимству. То есть всем нравам, ахлякам, которые являются нравами ислама.